Добрый вечер. Как меня слышно, видно, пожалуйста, в чате напишите, поставьте. Коллеги, мы продолжаем работу нашего республиканского семинара учителей математики. Я напомню, мы встречаемся регулярно один раз в 2 недели. В прошлый раз мы встречались 10 февраля. И вот сегодня у нас неочередное такое заседание. Оно связано с неотложными, может быть, делами нашими, вопросами, но и вместе с тем, с той информацией, которую я хочу вам предоставить, организационного характера. Ну и кроме того, мы сегодня поговорим с Марией Анатольевной о подготовке, о спектре задач, о классификаторе, который имеется на сегодняшний день для проведения вот этого мероприятия. Значит, давайте я сейчас включу запись. Прежде всего, чтобы у нас запись сохранялась. Сейчас, минуточку, у меня там показывает, что открывается запись. Надеюсь, сейчас откроется. Я напомню, что у нас с вами есть страничка. На этой страничке хроника всех заседаний семинара сохраняется. Если вы какой-то материал пропустите, вы всегда можете вернуться и посмотреть. У нас заседания проходят один раз в 2 недели, и материалы организационного характера, методического характера имеются. То есть очень полезно, если вы раньше не видели и не знакомились с материалами семинара, заглянуть, посмотреть. Если нужно, я еще раз ссылочку брошу вот прямо в чате на страничку этого семинара. Доступ там есть в гостевом режиме. Вы всегда можете зайти и посмотреть наши материалы. Так, теперь, коллеги, пользуясь случаем, я хочу сделать большое объявление, небольшое. Значит, поскольку здесь собираются учителя математики сегодня, то я напомню, что в этом году конкурс математика, кенгуру математика для всех проводится 17 марта. В конкурсе, я напоминаю, принимают участие 2-10 классы, но первоклассники могут выполнять тоже задания по программе, по заданиям 2 класса. Значит, 17 марта традиционно, третий четверг, э, конкурс «Кенгуру. Математика для всех» состоится во всех регионах республики. Если там будет какой-то форс-мажор, связанный с карантинными мероприятиями, то, естественно, по договоренности мы можем на несколько дней отодвинуть это мероприятие в этой ситуации. Значит, прием заявок осуществляется на традиционном нашем сайте konkurskomi.ru. Вы можете туда зайти, войти в личный кабинет вашей школы и в электронном виде просто подать заявку. Количество участников по классам фиксируется. Материалы мы традиционно отправляем по почте, либо с нарочными, и они обычно к 17 марта должны у вас быть в школах доставлены. Ну и мероприятия уже вы потом проводите сами по тем правилам, которые у нас есть. Это первое объявление. Второе объявление, оно уже непосредственно связано с тематикой сегодняшней нашей встречи. Это всероссийские проверочные работы. Ну, давайте я начну, а потом предоставлю слово Марии Анатольевне с более содержательными вопросами. Начну вот таких вот с организационных моментов, коллеги. Прежде всего, я хочу показать вам, как выглядит приказ. Вот он сейчас на вашей страничке отображается. Он подписан в августе 2021 года, приказ под номером 1139, и вот здесь уже приводится конкретное расписание, что по дисциплине как ничего нет. Вы сейчас должны видеть мой экран, коллеги. Вы должны сейчас видеть мой экран. Виден ли мой экран? Пожалуйста, посмотрите. Должен отображаться мой экран. Еще раз, не виден экран, да? Так, сейчас, минутку, давайте я разберусь. Еще раз. Поделиться экраном. Сейчас виден экран мой? Посмотрите, пожалуйста. Нет, не виден. Странно.
Так, сейчас, ну хорошо. Ладно, значит, ну, в любом случае, этот материал мы прикрепим. Я просто пока хотел продемонстрировать календарь. В календаре у нас обозначены сроки такие. А что вы сейчас видите на экране? Не виден мой экран, да? Я просто демонстрирую документ, в котором расписание отображается. И вы его сейчас не видите, получается. Странно. Так, белое полотно. Ну ладно, в общем, с 15 марта по 20 мая у нас с вами должно пройти вот это мероприятие в четвертых, пятых, шестых, седьмых, восьмых классах. И тут написано: в штатном режиме ВПР по конкретному предмету проводится во всех классах данной параллели. То есть практически все школы у нас будут задействованы с 4 по 8 класс. Математика в графике это с 15 марта мероприятие стоит по 15 марта. Коллеги, а теперь виден мой рабочий стол? Посмотрите, пожалуйста. Вот сейчас рабочий стол виден? Нет, не виден, да? Странно. Сейчас
Мои коллеги, как меня сейчас видно, слышно? Посмотрите, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. Да, видно, слышно. Не знаю, что происходит, но коллеги, давайте я еще раз, слышно меня, видно. Основной докладчик сегодня Мария Анатольевна, но я хотел начать небольшую экскурсию и показать вам некоторые материалы, которые мы приготовили для учителей математики. Если у меня сейчас получится демонстрировать экран, то я это сейчас проделаю. Коллеги, виден ли мой экран сейчас? 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Да, значит, вы должны сейчас видеть мой экран, и я постараюсь продемонстрировать, ну, некоторые материалы, которые мы для вас приготовили и которые вы можете использовать в своей повседневной практике. Одну минуточку, сейчас я открою эту страничку. Значит, коллеги, сейчас видно, слышно? Пожалуйста, отметьте как-то. Видно, да, должно быть? Изображение, я могу даже камеру пока отключить, чтобы изображение сохранилось. Видно, но не слышно. Не слышно? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Коллеги, слышно, да, говорят. Кто не слышит меня, пожалуйста, перезагрузитесь еще раз. Значит, вот посмотрите, я хочу вам показать еще раз материалы, которые мы для вас приготовили, для учителей математики имеется в виду, ну, вот по тем вопросам, о которых я сегодня тема семинара назначена. Значит, единый портал цифрового образования у нас edu.ercomi.ru. Я надеюсь, вы с ним знакомы. Я захожу на этот портал, и у нас традиционно открывается вот эта страничка. Я сейчас постараюсь ее увеличить. Посмотрите, она должна быть видна вам. И здесь мы заходим на страничку, которая называется вкладка «Мероприятия Центра непрерывного педагогического мастерства педагогов». Вот по этой ссылке предлагается зайти. Здесь размещены материалы кафедр нашего центра, ну и в виде отдельных папок, посмотрите, есть папка, посвященная ВПР, и папка, посвященная АГ. Я хочу вас сегодня завести вот в эту папку ВПР и показать, какие материалы вы здесь можете найти. Ну, прежде всего, когда вы заходите на эту страничку, у нас здесь будут дисциплины и предметы, по которым ВПР проводится. В частности, дисциплина математика, она здесь первая обозначена. И если мы входим вот на эту страничку, то, ну, здесь, во-первых, нормативные документы. То есть я вот вам демонстрировал приказ, в котором зафиксированы даты проведения нашего мероприятия. Приказ этот августовский, номер 1139. И вот сейчас вы должны видеть, по сути дела, еще раз расписание. С 15 марта по 20 мая в классах, начиная с 4 и по 8, должно пройти вот эта всероссийская проверочная работа по математике по всем параллелям. Значит, дальше на этой же страничке, посмотрите, мы посмотрели опыт других регионов и для себя постарались приготовить вот такую аналитическую справку по предыдущим мероприятиям, то есть по тем мероприятиям, которые проходили в 2021 году и в 2010 году. То есть, если вы вот зайдете по этой вкладочке, то вы попадете в документ формата PDF, и здесь вы найдете все материалы за предыдущий год. В частности, мы здесь собрали, как бы весь кодификатор, критерии оценивания, систему оценивания, инструменты, по которым оценивание проводилось, всероссийских проверочных работ по всем классам отдельно. Ну а так дальше начинается статистика.
И если вас интересует, то вы здесь можете посмотреть статистику в регионе муниципалитетов. Мы здесь не выставили результаты по отдельным образовательным учреждениям, но те материалы, которые нам РИЦОКа представил, они легли в основу вот такой статистической обработки. Ну, вот в частности, первая таблица, вы видите количественный состав участников от различных муниципалитетов, городов нашей республики, сколько участников по каким классам было в сравнении. Расшифровка, по каким темам, как оценивается, какие навыки оцениваются, тоже по каждому классу, во сколько баллов оценивается соответствующая задача. Ну, то, что обычно бывает в кодификаторе по ВПР, вот эти материалы здесь тоже для удобства выложены, чтобы можно было сравнивать. А затем уже идет статистика по разным критериям, по разным срезам. В частности, вот первую таблицу вы можете видеть, насколько успешно решалась та или иная задача в России в целом по классам. Это первый столбец, значит, в республике Коми первый столбец, Российская Федерация второй столбец, ну и третий столбец дельта. Синий это означает, что хуже, чем средний по России, а красный означает, что лучше по России. Ну и вот результаты, вот здесь мы видим, как они распределены по классам в предыдущем году, когда выполнялась работа ВПР по математике в 2021 году. Дальше идут такие же срезы по оценкам, то есть можно посмотреть по муниципалитетам и городам, как выглядят оценки, вот количество участников в таблице присутствует, ну и, соответственно, оценки удовлетворительно, хорошо, отлично, ну и неудовлетворительно. По всем классам такой срез тоже приводится. Дальше здесь же приводится статистика по успеваемости и качеству выполнивших работы. Всегда идет первая строчка сравнение с Российской Федерацией, потом в целом Республика Коми, а дальше по муниципалитетам. Если вас интересуют вот эти цифры по успеваемости в целом и по качеству, то есть количество четверок и пятерок полученных, вы здесь можете вот этот сравнительный анализ увидеть. Значит, дальше тут выделены уже в словесном отчете, выделены, ну, скажем так, лучшие школы, лучшие муниципалитеты, лучшие города, в которых тот или иной показатель выглядит выше, чем средний, выше, чем среднем по республике Коми, и такие регионы выделены. Я просто вам советую заглянуть в эту справочку, посмотреть, может быть, вы какие-то полезные материалы для себя найдете, оценочные в том числе материалы за предыдущий год. Ну и увидите, как ваш регион выступил в предыдущие годы. Вот такая статистика здесь приводится по результатам 2021 года и по 2022 года. Кроме того, мы постарались проанализировать еще и причины, почему, скажем, у нас какие-то результаты не очень успешными являются. Может быть, там субъективные факторы приводятся, но тем не менее, я, коллеги, советую вам посмотреть и подключиться вот к этой деятельности. Если вы с какими-то моментами не согласны с нашими оценочными соображениями, то, пожалуйста, можете тоже свои замечания сюда к этим отчетам добавить. Дальше, посмотрите, я специально приготовил несколько таких диаграмм. Одно дело, когда мы смотрим таблицу в цифрах, а второе дело, когда мы можем посмотреть вот эту информацию в графическом формате. И здесь в формате презентации
можно увидеть, ну, вот ту статистику, которая была приведена. Вот, видите, здесь уже расписаны муниципалитеты и выставлены всякого рода результаты. Вот первая таблица, она, например, посвящена сравнению результатов по Республике Коми и Российской Федерации. Синим цветом окрашены оценочки двойки, желтым цветом окрашены, соответственно, удовлетворительно, серый цвет – это четверка, и желтый цвет – это пятерка. Потом разбираются пятые классы, шестые классы и так далее. Ну вот в виде такой таблицы, в виде диаграммы вы можете посмотреть тоже такие же результаты. Вот в частности приводится пример результатов, связанных с успеваемостью и качеством. Я даже где-то тут постарался провести среднюю линию, чтобы сравнить какие-то результаты. Вот, скажем, когда по количеству баллов, ну, сейчас вы на экране, конечно, наверное, плохо видите, но если вы графики эти откроете, то вы можете посмотреть, оценить, скажем, как ваш муниципалитет выглядит на фоне других регионов Республики Коми, в целом по Республике Коми и по сравнению с Российской Федерацией. Все показатели здесь выверены, и выставлены эти материалы в виде вот таких столбчатых диаграмм. Коллеги, меня опять не видно, наверное, да? Значит, еще раз, вот эта табличка, она присутствует в статистике результатов ВПР 2021 год. Вот если вы эту страничку загрузите, она оформлена в виде презентации. И в этих презентациях вы увидите диаграммы, которые собраны из вот тех статистических таблиц, которые у нас с вами имеются. Дальше, коллеги, дальше на этой же страничке мы постарались по классам уже извлечь информацию из демо-версии. Вот посмотрите, 4 класс, 5 класс, 6 класс и так далее. Значит, мы сюда же, кроме демо-версии, то есть мы, например, можем открыть демо-версию материалов, которые нам предстоит исполнить. Они мало, кстати, отличаются от демо-версии предыдущего года. Вот здесь приводятся варианты заданий, которые сейчас у нас с вами присутствуют. Ну и кроме того, есть материалы, которые связаны с описанием контрольных изменений на единый портал цифровых образовательных услуг Республики Коми. Вот этот портал. Заходим на страничку, которая называется «Мероприятия Центра непрерывного повышения педагогического мастерства». Открываем эту страничку, и здесь материалы ВПР. ВПР 2022, 2022 год. И здесь мы постарались собрать материалы, которые необходимы при подготовке. Я думаю, что у учителей, может быть, тоже такие материалы уже имеются. Ну, пожалуйста, заходите, смотрите, если у вас будут какие-то замечания по ведению вот этих материалов, мы сюда загрузили наиболее популярные ролики из YouTube, известных репетиторов, известных учителей, которые демо-версии разбирают и приводят. Но эти материалы здесь приведены. Мы планируем, что вот эти материалы прежде всего будут использовать учителя. То есть здесь готовые у вас демо-версии, готовый описательный материал, есть некоторые разборы заданий, в том числе видеоматериалы, которые выложены отдельно по каждому классу, с 4 по 8 класс. Коллеги, приглашаю вас посмотреть эти материалы в свободное время. Я думаю, что если у вас замечания какие-то будут появляться в этом смысле, то, пожалуйста, обращайтесь, мы готовы всегда что-то добавить и исправить. И параллельно третье объявление, которое я тоже хочу сделать, оно уже связано вот с чем. Если у вас есть какой-то опыт
проведение мероприятий учебных, связанных с подготовкой ВПР, какая-то своя методика, какие-то определенные свои подходы по решению наиболее сложных задач. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам, и мы обязательно включим в программу, в наш портфель выступлений на наших семинарах. Более того, я хочу вас каждый раз прошу об этом и напоминаю, постарайтесь заходить вот в наши мероприятия через видеозал сайта Криро. Если вы заходите через видеозал, то вам автоматически генерируется сертификат об участии в нашем мероприятии, республиканском семинаре учителей математики. Значит, ну вот такую я вводную часть завершил. Теперь я должен передать слово Марии Анатольевне. Мария Анатольевна, можете заходить. Если, коллеги, какие-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Еще раз, я не знаю, услышали меня или нет. Конкурс «Кенгуру. Математика для всех» проводится в этом году 17 марта, третий четверг марта месяца. Заявки принимаются до 1 марта на сайте конкурс.коми.ру. Процедура подачи заявок очень простая. Достаточно заполнить электронную форму, и мы автоматически вашу заявку примем. Спасибо большое. Мария Анатольевна, пожалуйста. Так. Сейчас. Где? Вот это вот, да? Сейчас. Ну, вы свою презентацию просто включаете. Ага. Я, наверное, как-то должна отсюда выйти. Сейчас. Так. А чего она не открывается? Сейчас должно открыться. Потому что я ее загрузила вот уже давно. Так. Она же уже была на экране. Она да, же была. Ага. Так, а это... Сейчас. Вот презентация ваша. Да, ага. Хорошо, сейчас тут, наверное... Коллеги, слышно, видно все? Так, всем слышно, да? Угу. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги, добрый вечер всем. Я ненадолго вас задержу, как бы у меня, в общем-то, информация, можно сказать, такого же формата, как и у Ильи Ивановича была, только он больше показал вас, познакомил там, где можно взять статистику в цифрах, но у меня просто несколько будет более конкретики, такое, наверное, ну, что нам ближе учителям, как бы показать все то же самое, только конкретно, что не так и как сделать так, чтобы было все хорошо. Вот, если вот так вот, в общем. Значит, я еще раз тоже присоединяюсь к словам Ильи Ивановича, что чтобы вы пользовались нашим сайтом, иногда нам бывает, что нужна какая-то информация, и мы по своей привычке сразу гуглим где-то что-то, но вспоминайте почаще, что у нас есть неплохой сайт, на котором есть очень много информации. Иногда бывает, что очень, ну, иногда говорят, что сложновато как бы там ориентироваться на этом сайте. Ну, вы нам напишите, мы вас как бы сопроводим там, покажем, как навигатор, куда зайти, где что взять, какой материал. На самом деле на сайте очень много информации. Так. Ну, вот, значит, у меня информация такая, смотрите, я себе кратко записала как планчик такой, да, он совершенно будет кратко, буквально, как бы все, в общем-то, владеют такой информацией, но лишний раз еще как бы напомнить о чем-то и смотивировать вас, возможно, что по каким-то вопросам. То есть в чем смысл ВПР, то есть вообще что такое ВПР и вообще зачем это надо, с чем его едят, плюсы и минусы ВПР, проблемные задания ВПР, это как бы я хотела сделать акценты, какие более трудные задания, что ли, но это что касается как раз статистики, то есть что статистика показывает, какие задания провальные у детей, но они считаются проблемными и трудными. Несколько слов, как подготовиться к ВПР или эффективные способы подготовки. Но что касается эффективных способов подготовки, наверное, скорее всего, вот мы тоже ждем от вас, чтобы вы заявлялись выступающими и делились своим опытом. И полезные ресурсы для подготовки, ну, несколько слов, там на одном слайде будет тоже как бы информация. Так.
Так, всероссийские проверочные работы – это единые стандартизированные задания, которые проверяют базовые знания школьников. Но ВПР все-таки это не аттестация, это мониторинг, и поэтому результат не влияет на годовую оценку. С помощью ВПР оценивается соответствие знаний учеников школы федеральным государственным образовательным стандартам. Выявляются сильные и слабые стороны, и на основании результатов можно скорректировать образовательную траекторию. Ну, это как бы цель, этому призваны ВПР. Задания составляют коллектив авторов в Федеральном институте оценки качества образования ФИОКа по результатам ВАВГОС и примерной основной образовательной программе. Одна работа ВПР занимает времени от 45 до 90 минут. ВПР на федеральном уровне координирует Рособорнадзор, который назначает региональных администраторов, это министерства и департаменты образования, они, в свою очередь, уже муниципальных. Сроки и списки предметов, которые меняются ежегодно, определяет тоже Рособорнадзор. В методических рекомендациях по проведению ВПР Рособорнадзор указал, что участниками могут являться все учащиеся с 4 по 8 класс и 10-11 класс. Но если мы говорим про математику, то математика на уровне 4-8 классов. Школа принимает же сама решение об участии тех классов, где ВПР проводится впервые, или же также, если ВПР необходимо провести, например, в 11 классе. То есть это свыше не спускается, школа сама принимает решение. Образцы и описания проверочных работ можно найти на официальном сайте ФИОКа. Демоверсии с расшифровкой можно найти на сайте ВПР. Все задания проверяют учителя, а затем вносят данные в единые реестры и отправляют в ФИОКа. Для того, чтобы выставить оценку, можно воспользоваться шкалой перевода баллов ВПР в оценку. Решение о выставлении отметок ученикам в журнал «Школа» также принимает самостоятельно по локальному нормативному акту. Но, как вот вообще, раз это мониторинг, то он не должен оцениваться, то есть оценка не должна ставиться, но школа может принять такое положение, такой акт, где выставляется отметка, и там на что она дальше будет влиять или не влиять, это все школа вправе, в принципе, сделать самостоятельно. Также еще о проверке хочется сказать, что считается, что проверять должен учитель, который не работает в данном классе, хотя бы год не работает в этом классе, то есть текущий этот год, с целью объективности результатов. Если ученик пишет ВПР на 2, это ни на что не влияет. Работу переписывать не нужно. На 2 год оставлять никто не имеет права из-за этого. Если весь класс напишет также неудовлетворительно, то, в принципе, ситуация такая же. Что касается учителей. Учителей наказывать за это тоже нельзя. Но Рособорнадзор направит в школу рекомендации по улучшению качества образования, обученности. Вот. А далее, как, ну, тут немножко, наверное, смешно, да, о том, что там, о наказаниях в сторону учителя. Впрочем, также все неоднозначно у нас в нашей жизни, когда как бы оценивается ученик, хоть это мониторинг, но как бы вот здесь вот все неоднозначно, но это чуть позже будет сказано о положительных и отрицательных сторонах. Так, ребенок вместе с родителями может ознакомиться с результатами своей работы и получить проверенный бланк на руки. Но ВПР, по сути, это не аналог ЕГЭ и даже не допуск к нему. ВПР – это возможность узнать уровень знаний предметов в конкретной школе. Так как, то есть, как вообще, то есть история вот этого появления ВПР, профильные ЕГЭ по предметам у нас сдают не все выпускники, то есть это по выбору, и поэтому получается так, что к 11 классу уровень знаний по некоторым предметам у некоторых учащихся как бы толком не проверяется, но и ученики сами как бы оставляют это в стороне, не уделяя этому не только должного внимания, но и вообще никакого. И поэтому проверочные работы эту проблему как бы призваны решать. То есть с целью, чтобы каждый ученик овладел каким-то минимумом, базовым минимумом знаний по всем абсолютно предметам.
Ну вот хочется отметить, так как, наверное, и у вас уже тоже, хоть вроде бы как относительно недавно стали вводиться эти ВПР, они постепенно вводились сначала 4 класс, потом 5 класс, и так постепенно, но сейчас уже принимают участие с 4 по 8 класс, то, наверное, у всех уже сложилось свое мнение о ВПР, об этом формате мониторинга. И, ну, как можно услышать, наверное, даже чаще всего отрицательные какие-то мнения в этот адрес. Ну, вот я выписала сюда несколько, как бы предлагаю положительные стороны и отрицательные стороны, потому что, ну, безусловно, у любой стороны есть плюсы и минусы, как и в любом человеке, как и в любом каком-то действии, как бы. Вот, и что можно отнести положительного? Функции контролирования ВПР позволяют учителю увидеть реальные результаты своей деятельности. Да? Это действительно так, и с этой целью они были созданы, организованы, как бы воплощены в жизнь, эти ВПР, чтобы учитель мог действительно реально отследить вот эти результаты, вот, ну, и либо по классу, либо по ученику, либо там как бы свыше даже по школе, допустим. Вот, ну, здесь тоже как бы свои есть но, потому что как бы с одной стороны эта функция есть, контролирование, но дело другое, что как она выполняется и где, как выполняется. Далее ВПР не несет дополнительной нагрузки на учеников, так как заменяет итоговые контрольные по предметам. То есть мы, понятно, что в конце каждого года должны писать итоговую контрольную работу. Так вот, участвуя в ВПР, учитель может представить результаты ВПР вместо проведения итоговой контрольной работы. Но здесь, опять же таки, речь не идет или не всегда идет об итоговой аттестации. То есть итоговая аттестация, хотя иногда в некоторых случаях итоговые контрольные работы, они тоже, ну, как бы являются форматом итоговой аттестации. Но об этом вот тоже чуть позже будет. Но каждая школа вправе решать о влиянии результата ВПР на итоговую оценку по предмету на своем уровне. То есть понятно, что если мы подменяем контрольную работу итоговую ВПР, то значит, как контрольная работа должна быть оценена и как-то повлиять на результат там в ту или иную сторону, то понятно, что тогда, значит, ВПР должен быть переведен в оценку, эти баллы. Поэтому вот здесь вот тоже это все тоже на усмотрение школы. Так, школа сама это решает. Так, всероссийская проверочная работа позволяет избавиться от понятия «ненужный предмет». А некоторые дети осознанно не учат предмет в школе, уделяют ему мало внимания, считая, что он не пригодится им в реалиях настоящего мира. И ВПР задают тот приемлемый уровень, как раз в рамках которого ученик может взять все самое значимое для дальнейшей жизни. То есть, ну, вот здесь вот, да, как бы я согласна, потому что действительно и в свете нашей последние как бы высказывания о функциональной грамотности мы так много говорим, и жизнь показывает вообще, что каждый должен овладеть минимум базовыми знаниями по всем предметам из всех областей, поэтому вот это просто ВПР, оно просто будет мотивировать на это. Таким образом, как бы может решиться проблема контроля некоторых предметов. Ну, какие отрицательные стороны написания ВПР можно отметить? Самое первое, это, конечно, стресс, который возникает из-за боязни выполнить данную работу не в соответствии со своей оценкой по предмету и не оправдать ожидания учителя или свои собственные надежды. Но и физическая нагрузка тоже влияет на моральное самочувствие ученика. Ну, впрочем, как бы вот здесь вот это отрицательная сторона, это не только ВПР, вот эта стрессовая составляющая, это можно сказать абсолютно про любой экзамен и не только про любую контрольную работу. Вот. Но, тем не менее, это имеет место быть, конечно. Не является заменой итоговой аттестации, повышая тем самым количество проводимых работ, что также повышает уровень стресса в школьниках. То есть, ну, это опять-таки тоже все-таки на усмотрение школы, ну, видимо, вот, но как бы как здесь отмечают, что все-таки итоговая аттестация не может быть заменена просто выполнением ВПР.
Возникновение формализма. На протяжении года может появиться натаскивание на тестирование со стороны учителей, заменяющее нормальный учебный процесс, где основной задачей является получение знаний. Вот. Но здесь что хочется сказать, что действительно как бы формализма этого можно было бы избежать, если бы, опять же таки, свыше функции ВПР действительно бы, ну, как бы выполнялись именно такие, какие они были изначально задуманы, да, то есть как бы не унижая ни достоинства ученика, не подчеркивая его несостоятельность, и тем более не учителя, который также переживает и боится за все. Поэтому здесь возникает вот такая боязнь, что будет просто натаскивание учеников, но тогда, конечно, мы не получим объективную картину просто, если будет вот этот формальный подход применен, и ученики могут сдать просто не просто хорошо, а просто отлично ВПР, что может не подтвердиться в дальнейшем, то есть сейчас уже, допустим, буквально 8-9 класс, то в 9 классе он на ОГЭ может просто не подтвердить, вплоть до полностью неаттестации, то есть до несдачи. Время проведения ВПР влияет на то, что уроки отменяются, сокращается и меняется программа отмененного предмета. Ну, это тоже имеет место быть, хотя я думаю, что здесь тоже в рамках как бы учебного заведения это тоже проблема может решаться по-разному, не обязательно именно так, как здесь пишется, но здесь как бы всевозможные варианты. Да? Задания построены по олимпиадному алгоритму, малопригодному для рубежного контроля. То есть, ну, как бы, что называется, наверное, перегнуть палку тоже не стоит, так как если мы проверяем какой-то базовый уровень на выходе, то значит нужно отдавать этому должное. Многие учителя проводят анализ заданий для ВПР по разным предметам и говорят о неточности формулировки заданий, которые приводят к тому, что невозможно дать однозначного правильного ответа, и в некоторых заданиях встречаются ошибки. Вот здесь вот тоже можно согласиться, потому что тоже сталкиваюсь с проведением ВПР и с подготовкой некоторых учащихся, не только как бы своих собственных детей к ВПР, и поэтому тоже иногда возникают такие просто абсурдные задания, как бы некорректные вопросы, так как получается, что критерии спущены и ответы приписаны, то, естественно, ученик может не угадать тот ответ, который задумал автор этого задания, вот, и поэтому балл будет снижен, естественно, да, то есть вот, ну, в общем-то, это, да, слишком, ну, встречаются такие моменты. Так, значит, вот это положительные и отрицательные стороны. Возможно, что можно было бы и продолжать, и у каждого есть еще свои мнения, и здесь нельзя спорить, как бы, что ВПР это супер, это хорошо, это надо, или однозначно говорить, что надо убрать, как до сих пор все еще спорят о том, что необходимо убрать там ЕГЭ или ОГЭ, зачем они вообще нужны, да, но так. Угу. Ну, да, согласна, вот эти вот тоже задания, которые там двухбалльные, как бы пунктные, да, то есть 2 вопроса, как бы, да, то есть немножко тоже как бы оставляет желать лучшего вот сам формат таких заданий. Вот, но, как говорится, не нам как бы уже бы решать вот это вот. Если как-то уже что-то задумано, что-то воплощается в жизнь, то оно... Ну, нам нужно просто уметь, как мне сказать, не приспособиться, наверное, не очень хорошее слово, а делать все возможное, чтобы успешно проходить и готовить учеников не только к сдаче ВПР, но и вообще к качественному обучению. Так, и далее я, значит, смотрите, по классам сделала вот такое, то есть как у Ильи Ивановича была сделана, у него там таблички, диаграммы сделаны, да, здесь, в общем-то, практически то же самое, только я прописала, и я здесь выделила цветом, как бы по классам, там буквально с 4 класса идет, 4, 5, 6, 7, 8, чтобы в глаза бросалось, как бы, ну, нам как учителям, как бы очень интересно, как бы выявить вот эту вот проблему, да, то есть у нас, в общем-то, одна и та же линия проходит, западает
Поэтому, ну, чтобы избежать всяких таких и взять себе на ориентир, как бы не только при подготовке к ЕГЭ, а вообще, ой, к ВПР, а вообще в обучении. Я думаю, что это будет польза. А то, что касается там говорить о спецификации кодификатора, то это очень скучно, если я вам бы показывала бы сейчас все эти странички, потому что они все есть и на нашем сайте. И я вам покажу сайт ФИОКа, на ФИОКа тоже все это есть. Поэтому удобнее кодификатор и спецификацию изучать как-то так самостоятельно, тот именно класс, который вам нужен, подробненько. Хотя у меня, можно сказать, кодификатор здесь также проскальзывает, только в другом формате совершенно. Вот. Итак, значит, по 4 классу, например, я отразила структура проверочной работы. Она содержала 12 заданий, из них в 7 заданиях требовалось записать только ответ, в 2 заданиях нужно было изобразить требуемые элементы рисунка, а в 3 заданиях требовалось записать решение и ответ. Одно задание было ориентировано на заполнение схемы. Работа состоит из 10 заданий базового и 2 повышенного уровня. И задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися, работать с математическим текстом, выполнять письменные и устные вычисления преобразования и использовать знаковые и символические средства представления информации для решения задач. Ну и вот я как бы смотрела в эти таблички, чтобы как бы вот этот анализ прописать, но также и по России кое-какие брала сведения, очень много аналитических справок из других регионов, как бы, ну, в общем-то, что-то общее, все равно оно практически одно и то же. Небольшие затруднения из заданий базового уровня вызвало задание на построение геометрических фигур с заданными измерениями с помощью линейки, угольника и так далее. Затем задание, где проверяется умение решать текстовые задачи в 3-4 действия и необходимость выполнять действия, связанные с использованием основных единиц измерения величин, а также задание, которое контролировало овладение основами логического и алгоритмического мышления и связано с интерпретацией информации. Из заданий повышенного уровня это, опять-таки, текстовая задача в 3-4 действия. Вот таким образом, среди вопросов, вызывавших наибольшие затруднения, преобладают задания, требующие внимательного анализа условий и выработки стратегии решения задач в 3-4 действия, а также задачи с геометрическим содержанием. Указанные затруднения связаны с низким уровнем овладения обучающимися основами логического и алгоритмического мышления. Вот. Ну и, в общем-то, как бы забегая вперед, я сейчас там на следующем слайде тоже будет дальше по классам, я могу вам сразу сказать, что в основном как бы очень хорошо эта линия прослеживается, то есть логическое алгоритмическое мышление, геометрия и умение решать задачи и применительно, то есть практикоориентированные. Вот эта линия везде четко прослеживается. Дальше в 5 классе, значит, ну я все не буду зачитывать, а вот задания проверочной работы были направлены на выявление уровня владения обучающимся работать с математическим текстом, опять-таки выполнять письменные и устные вычисления преобразования, то есть ну, не намного отличается по сути по своей. Наибольшие затруднения из заданий базового уровня вызвало задание на умение решать текстовые задачи. Ну, здесь уже просто как бы диапазон задач просто расширяется. Задачи на движение, работу, проценты, задачи практического содержания. Также задания, где контролируется умение применять полученные знания для решения задач практического характера, и выполнение данного задания требует построения алгоритмов решения и реализации построенного алгоритма. Из заданий повышенного уровня это задания, направленные на проверку логического мышления и умение проводить математические рассуждения. Так, далее по 6 классу. Задания в 6 классе, задания ОПР были направлены на выявление уровня владения обучающимися применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера, проводить логическое обоснование математических утверждений, работать с математическим текстом и выполнять письменные и устные вычисления и преобразования. Ну вот здесь вот уже красненьким я выделила новые как бы проблемы, которые возникают. Конечно, как бы программа, понятно, что она усложняется, и если 4-5 формат был несколько все-таки в одном ключе был похож, то 6 класс уже, естественно, дает новые темы, как бы отслеживание, контроль. И вот здесь вот это
опять-таки, новые темы, и они уже показывают, что они западают изрядно. Значит, нахождение части числа, числа по его части. Наибольшие затруднения из заданий повышенного уровня вызвали задание на умение оперировать понятием модуль числа, задание на умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами. И далее опять-таки повторяется. Также умение решать текстовые задачи, проценты практического содержания, развитие навыков изобразительных умений, навыков геометрических построений, то есть геометрическая составляющая. С заданиями высокого уровня сложности, направленным на проверку логического мышления, умение проводить математические рассуждения, с которыми с заданиями справляются менее 15% обучающихся. Так, вот это 6 класс. Значит, ну вот здесь сейчас, значит, как бы как немножечко такой, как итог, что ли, причины низкого уровня достижения предметных результатов 5-6 класса, ну, то есть как бы так предполагаемое, да, конечно, понятно, что может быть у каждого свой анализ, свои какие-то здесь нюансы, но все же обучающиеся имеют недостаточно сформированные навыки работы с математическим текстом, слабо развитые вычислительные навыки, пространственные представления, умение проводить логические обоснования. Обучающиеся не владеют навыками самоконтроля, проверки ответа на правдоподобие, на критическую оценку результатов. Ну, здесь можно какие, значит, вопросы для себя как бы задать. Какие вычислительные навыки необходимо отработать для успешного решения заданий по данной теме, как бы, да, ставить для себя какие-то маленькие планы действий. Как организовать работу с текстом для успешного решения заданий по данной теме. Какие задания для развития самоконтроля, критической оценки результатов по данной теме можно предложить обучающимся. Ну, здесь еще на картинке предложены формы, виды заданий различные, то есть вот как раз что будет как бы уводить от натаскивания определенных типов задач. Если на 5-минутки или там 5-10 минут вводить какие-то вот такие повторяющие моменты, вот такие интересные задания, всякие креативные, то как бы успешность выполнения заданий ВПР будет намного выше и вообще качество обучения. 7 класс, это, значит, здесь работа, так, сейчас, значит, что у нас? Задания, проверочная работа направлены на выявление уровня владения обучающимся, работать с математическим текстом, выполнять письменные и устные вычисления и преобразования, использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач, иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам, применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения, решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. То есть, в общем-то, можно сказать, что как бы линия все одна и та же, как бы на что направлены задания ВПР, только, конечно, год от года они там как бы все усложняются немножечко. Так, значит, учащиеся не справляются с заданиями, где проверялось умение оперировать свойствами геометрических фигур, также применять их при решении практических задач. Не приступают, ну, практически не приступают к выполнению заданий 18-19 повышенного и высокого уровня, направленного на проверку умения решать текстовые задачи, на производительность, движение, ну, то есть все те же математические, все те же текстовые задачи. Сложности для большинства обучающихся вызвали следующие задания. Вот здесь вот по нумерации дано. Ну и это примерно тоже, конечно, шкала, вот это в процентном соотношении. То есть какие более успешно выполнялись задания, какие менее успешно. Так, значит, ну вот если более успешно взять, то, например, обучающиеся умеют выполнять несложные преобразования выражений, хорошо сформированные. Далее, более-менее умение оперировать на базовом уровне понятиями обыкновенная дробь, смешанное число.
записывать числовое значение реальных величин с использованием разных систем измерения. Это уже до 50%, как бы я опустилась. Вот. Ну и 5%, например, на базовом уровне не отработаны даже понятия геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах и в явном виде. Так, вот, в общем-то, все то же самое, даже 0% задачи разных типов. То есть прямо даже отмечают, что, в общем-то, до 0% практически, если это общая такая глобальная как бы статистика, да, обобщенная. То есть вот этот анализ как бы хорошо показывает, в общем-то. Так, значит, учащиеся не справляются с заданиями, где проверялось умение. Это, в общем-то, у меня то же самое, наверное. Вот я здесь так красненьким выделила еще. Это все 7 класс. Ряд заданий, которые вызывают больше затруднений, это уже, которые применительно к 7 классу, это понятие функция, график функции. Как мы знаем, что это абсолютно новые понятия, идут опять-таки в 7 классе, и уже проблема. На проверку умений извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчетах. Ну и опять синеньким выделено фиолетовым то же самое. Умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач. На проверку умения решать текстовые задачи на производительность покупки движения. Так, это 7 класс. И вот 8 класс. Значит, задания направлены на выявление уровня владения обучающимися умениями выполнять вычисления и преобразования выражений, выполнять тождественные преобразования, решать линейные уравнения их системы, оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях, решать задачи разных типов. Геометрические задачи на производительность, то есть текстовые задачи, строить график линейной функции, использовать информацию, строить диаграммы и графики, использовать представленную в них информацию, иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам, моделировать реальные ситуации на языке алгебры и геометрии, решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи и выполнять оценку правдоподобия результатов. И вот здесь опять-таки тоже, какие затруднения. Наибольшее затруднение из заданий базового уровня вызывает задание, где необходимо уметь оперировать свойствами геометрических фигур, также знать геометрические факты и уметь применять их при решении практических задач. Из заданий повышенного уровня минимальное число участников справилось с заданием на применение геометрических фактов для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения. Заданием на использование свойств геометрических фигур, то есть все, что связано с геометрией, и умение решать текстовые задачи. С заданием высокого уровня, направленным на проверку логического мышления, умение проводить математические рассуждения, справляются только вот около 5-6% восьмиклассников. Вот, в общем-то, смотрите, сейчас так. Да, тут у меня вот дальше уже идет несколько таких советов, вот. В общем, сделав вот такой анализ, что ли, да, он, конечно, обобщенный, но в целом, действительно проведение ВПР, анализ ВПР, вот он выявляет, в общем-то, тенденция одна и та же, да, что западает в общеобразовательной школе, в общем, в массовой школе. Вот, конечно, вы можете там с чем-то не согласиться, что у вас класс, но это все сугубо индивидуально, а в целом вот ситуация такая. То есть и можно для себя просто на вооружение. Вот это вот то, что пишет сейчас Оксана Анатольевна, да, это можно тоже к минусам отнести, да, можно было бы еще добавить, сейчас уже вернусь чуть-чуть в том плане, что почему еще низкие результаты могут быть, то есть минус ВПР, то, что вот проводится, как нам сказали, с марта, да, с марта по май, то есть реально, если в марте начать писать ВПР, то, во-первых, просто программа, она просто не обязана быть
пройдена еще вся к марту месяцу. Она, учитывая то, что у нас учебный год заканчивается там где-то в июне, то даже май месяц, 20 мая, оно еще как бы не дает права ребенку, ну, как бы, ну, проверять. Вот как можно проверять? Я еще не прошел еще, да, ну, как бы, как еще, как говорится, у нас мышление у всех разное, и кому-то нужна такая отсидка знаний, да, то есть он, например, вчера услышал что-то, а через неделю, например, у него это уляжется очень хорошо, уже как на полочке. Вот. А тут если как бы даже какие-то темы будут рассказаны, а сразу надо писать ВПР, то не факт, что каждый учащийся, каждый там третий, четвертый, пятый учащийся сразу покажет знания по этому типу задания. Вот. Еще к минусам вернусь. Еще минус можно отметить то, что у нас сейчас столько учебников появилось, столько программ, и, ну, чуть ли не вплоть до авторских там, да, ну, авторские, конечно, я для общеобразовательных не беру, а вообще действительно очень много учебников. И учебники некоторые по программе просто кардинально. Даже я столкнулась, например, с детьми, вот с которыми так немножечко занимаюсь, значит, у одних в 7 классе функция в начале учебного года, а у другой мы посмотрели, и у нее в учебнике вообще нету темы функции. И она говорит, что учительница сказала, что мы будем функцию изучать в 8 классе. То есть получается, что о понятии функции ВПР отслеживает в 7 классе. То есть здесь тоже может быть уже, ну, вот такие нюансы. То есть по каким учебникам составляется эта работа, кто учитывает вот этот вот материал программный. Да, да, конечно, вот. То, что касается как бы понятийного какого-то уровня, ну, там с графиками связано, то это... Угу. Угу. Вот, ну вот как бы немножечко так про минусов. То есть минусов, конечно, можно искать, но нам нужно как бы вот знакомиться все равно с этими, ну это уже касается сейчас подготовки к ВПР, да, и с спецификацией, кодификаторами, и с самими работами, и постепенно как бы с детьми работать в плане не натаскивания, но почему бы некоторые моменты не давать как развивающие, есть такое понятие развивающая математика, и можно давать. А детям иногда это просто очень интересно, когда им еще говоришь, что, ребят, мы можем это применить. Ну, там, например, у меня в 8 классе решение квадратных уравнений в начале года. Я им даю решать, и там кто-то говорит, как мы же не можем. Я говорю, ну да, говорю, ну мы сможем. Но в середине 8 класса будет такое понятие интересное, которое так упрощает эти уравнения, а мы с вами будем другими способами решать, но мы решим его. Вот, ну, также и в 7 там классе, например. То есть вот такие фишечки, если как бы детям закидывать, то им очень даже нравится. И здесь можно говорить о развитии. Вот, значит, как подготовиться к ВПР? Ну, как тут пишут, специально готовиться не нужно, ведь ВПР рассчитаны на базовый уровень знаний школьника. Достаточно хорошо заниматься весь год. Ну, это, наверное, тоже субъективно, да, то есть это так предполагается. Те, которые составляют ВПР, они так и думают. Не надо ничего подготовки никакой. Но практика показывает уже, что, конечно, это не так, это все субъективно. И еще и смотря как бы какой класс, да, какая школа, какой класс или какой ребенок перед тобой сидит. То есть кому-то нужно, кому-то не нужно. Кроме того, работы помогают подготовиться к государственной аттестации ОГЭ и ЕГЭ. Но это к плюсам как бы скорее, наверное, соотносят. Вот. И сам формат ЕГЭ и ОГЭ непривычен ребенку, но вот ВПР как раз уже будет в какой-то степени подготавливать, значит, к восприятию. Просто чисто формат заданий, там все такое. Вот, поэтому и задания прошлых лет и пробовать решать, и как вот говорят, как в ОГЭ и ЕГЭ, так и в ВПР, это целесообразно. Так, ну вот... Если так можно сказать, как бы какой-то алгоритм подготовки к ВПР, хотя мы все понимаем, у нас у каждого свой опыт, и то, что кому-то одно подходит, другому может это не подойти. Ну, например, выписать перечень планируемых результатов по математике, подобрать несколько заданий для проверки уровня усвоения математики, проверить повторение по разделам учебной предметной программы, выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации слабых сторон обучающихся. Угу, так.
По объему составители нас поставили в нереальные условия. К сожалению, от нас ничего не зависит. За результаты отвечаем мы, вот, и стараемся. И такие консультации, как сейчас, очень нужны. Ну да, конечно, я понимаю, что да, многое вот даже, что и пишут, что как бы, да, просто мониторинг. Но с нас спрашивают некоторые товарищи еще, вот, и поэтому, естественно, тут. Но мы должны как-то стараться, как сказать, даже не выживать и не облегчать себе жизнь, а мы должны просто работать на своего маленького товарища, который перед нами, который ждет от нас и которому нужны эти знания. Поэтому как бы как-то в этом плане. Понятно, что учителям сегодня вообще непросто, и тут очень много всяких таких нюансов, всяких минусов и плюсов. Принципы при отборе заданий: разнообразие заданий, достаточно их количество, разноуровневость заданий. Но с этим поспорить, конечно, сложно. Это действительно, это просто как в априори. Вот. Чем разнообразнее и разноуровневые будут задания, во-первых, это интереснее будет ученикам, во-вторых, это от шаблонного мышления их будет как раз как-то отводить, а то привыкая, если 15 заданий одинаковых решишь, и стоит только поменять буковку или циферку, или еще как-то чуть-чуть отойти, слово другое сказать при этом, то уже паника. Поэтому, конечно, здесь вот этот отбор заданий – это очень хороший совет. Так, ну вот здесь вот еще проблемы подготовки учащихся в части формирования метапредметных результатов. Недостаточный уровень сформированности регулятивных и познавательных умений учащихся. То есть что здесь нужно, что предлагается? Планомерная работа по формированию учащихся этих самых умений, контроль, разработка индивидуальных маршрутов для учащихся с низкими результатами выполнения ВПР. Вот. Ну, дальше низкий уровень также отмечается, что при работе с текстом, как уже было указано, практикоориентированные задания, информация, представленная, работа с информацией на диаграммах, графиках, иллюстрациях. Здесь включение во все уроки заданий по работе с текстами, задания, развивающие навыки самоконтроля, повышение внимательности учащихся посредством организации взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, по плану. Ну, вот здесь вот, конечно, что касается как раз подготовки, вот здесь бы лучше бы действительно нам бы проводить бы какие-то, вот, не знаю, круглый стол, там, семинары, именно по обмену опытом. Так, ну вот проблемы еще какие. Недостаточно сформированы умения выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями с помощью линейки. Умение читать, записывать, сравнивать величины, используя основные единицы измерения. Умение устанавливать зависимость между величинами, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий. Умение интерпретировать информацию. Все вот это вот как раз было в анализе там сказано. Включение заданий по формированию умений выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями, умение читать, чтобы были задания, направленные на умение читать, записывать, сравнивать эти величины, включать в уроки задания на работу с источниками информации, представленные в разных формах, организация адресной работы над ошибками, разработка и использование индивидуальных тематических домашних заданий в соответствии с уровнем и характером затруднений учащегося, выполнение диагностических заданий, приближенных к ВПР. Ну, вообще, если это коротко все обговорить, это все то, о чем говорит функциональная грамотность. Все-таки есть в функциональной грамотности смысл и толк, и реально как бы это очень полезная как бы вот методика развивать и вести уроки в контексте как бы функциональной грамотности. Вот, здесь есть советы, значит, как помочь учащимся, как подготовиться к ВПР. Это можно составить и свои какие-то такие памятки, да, чтобы избежать каких-то стрессовых таких ситуаций. Здесь памятка и для учителя, то есть что он должен делать. Здесь есть какие-то советы для детей. Вы можете тоже, как вот для ЕГЭ, для ОГЭ, ну, по первости, когда это только вводилось, вот, ну, я тоже делала и вешала на стенды, и раздавали мы эти буклеты детям. Вот, кто-то не читает, а кто-то пользуется, кому-то на пользу. Конечно, психологическая подготовка абсолютно тоже должна иметь место быть.
Так, ну и вот на последнем слайде, значит, прежде всего, где весь материал можно найти, это, конечно, сайт ФИОКа. Здесь у меня сайт прямо есть. И потом, ну, здесь книжечки просто, как выглядит. Сейчас очень много печатной продукции. Это есть тоже. Есть и тренажеры, есть типовые задания, есть просто тесты. Вот, ну, на том же сайте ФИОКа, вот здесь вот я вот эти квадратики поместила, то есть есть методические рекомендации по проведению ВПР, рекомендации по повышению объективности оценки, план-график проведения и так далее. То есть, ну, в общем-то, там очень много полезной информации. Вот, ну, и также можно брать материал для подготовки к ВПР. Это на сайте «Сдам ГИА, решу ВПР». Вот здесь есть у меня ссылочка, и вот выше синенькая ссылочка, это 4 ВПР. Ну, такие же сайты есть и по ЕГЭ, и по ОГЭ. Ну, как бы вот ссылочка есть, можно по ссылочке пройти. То есть очень много всяких тоже и тренажеров, и есть и в тестовом формате. Вот. Ну и, конечно же, не забывайте про наш сайт, потому что у нас там тоже есть информация, и тоже можно оттуда брать и упражнения, и опыт других учителей, как бы при подготовке тоже пригодится. Вот, в общем-то, у меня все. У меня все, что я хотела сказать, подготовиться, как бы вот выдать такую небольшую информацию по ВПР, вот, а спецификацию, кодификаторы, вот, во-первых, все на ФИОКа есть, во-вторых, есть и на нашем сайте, ну, я могу и дополнительными файлами какими-то еще скачать и еще раз отправить. В общем-то, вот как-то так. Ну, вот если что-то... Ну, у меня все, Илья Иванович. Подумайте о том, чтобы делиться опытом. Я так поняла, что мы с Ильей Ивановичем решили, что на следующей неделе у нас будет делиться опытом Ольга Николаевна Распопова, педагог из Усинска. Как раз будет очень много полезной информации, там как бы названия еще нет, я еще придумаю название, но материал будет как раз, что как можно разнообразить и улучшить, как бы не знаю, что ли, помочь в решении задач некоторых типов буквально пятиклашкам, и так, чтобы это свой как бы такой положительный результат возымело дальше, то вы же видите, что у нас это решение текстовых задач у нас просто красной линией проходит через все года. Угу. Так, ну вот у меня все. Я не знаю, Илья Иванович, вы еще здесь или нет? Или я заканчиваю? Ну, наверное, мы тогда с вами прощаемся, уважаемые коллеги. Спасибо за то, что были с нами, что слушали. Возможно, что была какая-то польза. До следующих встреч. Всего доброго.